Привет! Ты сегодня на канале Живчанин, и ты забрел на мою территорию. Сегодня я готовлю для тебя обзорочку по районному центру Удмуртской Республики, городу Можге. Устраивайся поудобнее. А пока поставь лайк, подпишись, и мы с тобой погнали! Как и многие небольшие города, Можга на 80% состоит из частного сектора. Я считаю, что это и хорошо, и замечательно, когда у тебя есть свой дом, свое хозяйство, и, в общем-то, не является проходным двором, и ты ни с кем не ругаешься. Мне всегда импонировал свой дом, и еще особенно, чтобы конь рядом стоял. Это прям неотъемлемая часть, чтобы дом и конь был. Показывать тебе этот город одно только удовольствие. Капец, руки мерзнут, на улице холодно, денег нет, пенсию не платят. Кошмар. Насколько я помню, в Можге еще при советском строе, ну и до 90-х лет, до 90-х годов, я хотел сказать, да, одно из городообразующих предприятий это был Можгинский стекольный завод. Сейчас, насколько я спрашивал, по-моему, не функционирует, или, по-моему, сказали, какие-то банки еще делают. Но на самом деле это было одно из крупных предприятий стекольных. Там делались бутылки, банки, еще какое-то стекольное оборудование. Тара однозначно была там. Что сейчас с этим предприятием, трудно сказать. И не знаю, доберусь ли я туда. Поэтому, но еще что-то однозначно точно вам покажу. И очень, кстати, интересно смотрится на светофорах вот эти вот, на переходах, я хотел сказать, вот эти вот старые совдеповские светофоры. Прям, как не знаю, как путешествие в прошлое, что ли. Но факт есть факт. Вот честно, хочешь узнать мое мнение? Вот если честно, я считаю, что вот эти всякие плакаты, как на ярмарках, всевозможные таблички, они очень сильно портят лицо города. Просто, но вот если их убрать, будет просто красота. Еще вот эта вот мерзкая вещь, типа таблички капусты. Ну, ребят, ну честно, вот не ведитесь на эту хрень. Это только воровство из ваших карманов. Ну, блин, это недостойно центра города, ну никак. А так, город, конечно, преобразился. Какие-то торговые центры появились. Я, конечно, не считаю, что торговый центр это какое-то преображение. Или что это прям что-то крутое, культурное. Да, маленько подмарафетили, какие-то здания поставили. Но в целом, вот эта вся ляпистость, нелепость, она просто уродует лицо и атмосферу города. Как ни печально, но это факт. Вообще город очень приятный, тихий, спокойный. Молодежи, конечно, не так уж много. На периферии, скажем так, не в центральных городах жизнь, конечно, протекает более спокойно, более размеренно. Обстановка, ну вот, смотрите, тихо, спокойно. Людей фактически нет. И, кстати, что хотел сказать по поводу, наболевшей темы, она все-таки присутствует у нас. Кстати, вон сзади меня красный флаг развивается Союза Советских Социалистических Республик. Кстати, очень так многозначительно. Эхо эпохи, я бы сказал. Так вот, какой темы хотел коснуться? Конкретно про маски и про масочный, так называемый масочный режим. Вот. Я пообщался здесь с людьми, и оказалось, что здесь, оказывается, ситуация жестче, чем еще в столице Удмуртской Республики. Жестче, чем в Ижевске. Людей прям принуждают, они ходят каких-то, ругаются, приезжают какие-то наряды полиции,
Ну, дорогие мои подписчики, друзья, коллеги, я же уже не раз говорил, если вас к чему-то принуждают, ну, во-первых, это, ну, я не знаю, давление какое-то. Кто вас к чему-то может принудить? Во-первых, спрашивайте, на основании чего и какие документы. То, что висят на стенках какие-то надписи, просто-напросто, ну, не знаю, вот посмотрите, вот постановление. Во-первых, это просто распечатанная бумажка, без подписей, без каких-то печатей, то есть ответственного человека за нее нет. Если вас пытаются в магазине напялить маску, и читайте внимательно постановление, которое не подписано, вам могут порекомендовать одеть маску, порекомендовать. И, кстати, написано просто маску. Вы можете одеть маскарадную или сварочную. Вот это вкратце, что я хотел сказать. А сейчас вернемся к городу. Вот, иду, гуляю. Слушайте, ну народ очень интересный. Какой-то, знаете, добрый. Не злой, никто не шарахается, что я хожу с камерой и снимаю. Ну, диких взглядов нет, хотя у некоторых жителей, кто попадает в камеру, прямо ведь шарахаются, убегают. Поэтому здесь, видимо, они как в Голливуде, уже к камерам привыкшие. Ну и сейчас я направляюсь к памятнику, как же он называется. В общем, памятник всем бойцам и участникам боевых действий. Вот. Вон что-то Росгвардия куда-то понеслась. Вот. Сейчас я до него дойду и покажу. Вот он, тот самый памятник. А вот, кстати, и какая ждет его реконструкция. Интересно, это в каком положении сейчас находится. Стоит БМПшка, сам монумент, камень памятный и то, что задумали сделать. Пока непонятно, кто это будет заниматься. Я не вижу надписи. Администрация будет или своими силами будут делать. Но это уже не суть важно. Хотя... Вот. Можгинским парням, отдавшим свои жизни при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах. В общем, это получается памятное место всех участников боевых действий, каких только можно. Единственное мне интересно, но вот сейчас скажу, ансамбль очень интересно выполнен, вроде как цепочки на патронах. Выполнен в виде патронов, от каждого патрона идут окантованные цепочками. Ну, красиво смотрится. Вот, и это, насколько я понимаю, БМП, боевая машина пехоты, на ней гвардия. А может, что-то не знаю, может быть, пехота были гвардейскими. Но вот самое, что интересное, я увидел, это вот эта вот штука. Надпись «Никто, кроме нас». Ну, это девиз, насколько я знаю, десантников. И насколько она сочетается. Никто, кроме нас, на боевой машине пехоты. Ну, не знаю, может быть, десантники какие-то боевых действиях или в каких-то участвовали. Как у них это называется? Не знаю. Компаниях, что ли, где у них были БМПшки. Не знаю, трудно сказать. Но есть как есть. Интересно смотрится. Вот он, этот монумент маршалу авиации Фалалееву. Вот. Вот он, красавец. Находится он на одноименной улице Фалалеева. Самое интересное, что маршал авиации Федор Яковлевич Фалалеев был бы очень сильно удивлен, когда увидел,
какой на постаменте стоит самолет. А ведь это не тот самолет, на котором летал маршал, когда еще маршалом не был. Это самолет стоит чешский учебный самолет. А если я не ошибаюсь, то маршал летал на Илах. Ил-2. Если историки сейчас смотрят меня, напишите в комментарии, если я ошибаюсь. По-моему, маршал летал на Илах. Вот. Ил-2 или что-то вроде этого. Ну, точно не на этом был. Я даже не знаю, как этот самолет называется. Но это чешский учебный самолет. И он никакого отношения к маршалу не имеет. Хотя, наверное, я и живчанин. И в Можге могу в чем-то ошибаться. Честно говоря, мне нравится находиться в таких городах. Небольших. Город частный сектор. Прямо идешь, так спокойненько здесь. Так душевно. Тут даже воздух другой. И причем я иду по одной из центральных улиц. И везде домики. Старых домов фактически нет. Очень много новых, свежих. Есть переделанные дома. Дома на двух хозяев, но это не такая уж и большая редкость. Поэтому вот видел пару-тройку домов, которые, ну, совсем уже присели. И то их держат в таком чудесном состоянии. У них рамы сменены. Но он вроде как и из прошлого века. Вот, к примеру, такой дом. Вроде и черепица, шифер покрылись мхом. И доски вроде посерели. Но видно, что хозяйство прибранное. Трава убранная. Фундамент видно. Дома. В окнах видно цветы. Никакой бомжатни. Вот, пожалуйста, сочетание. И даже здесь написано проезд Гогля. А табличка-то какая симпатичная. Я давно, кстати, таких уже не видел. Вот, так что как-то так в Можге. И прямо сейчас я направляюсь к своему товарищу, коллеге. Давно не виделись. В Можге я очень редко бываю. И, о чудо, мы созвонились. Он на месте. Сейчас будем... Что же мы будем-то? Да, кстати, сейчас мы будем готовить рыбу на углях. Скумбрию. Я даже сейчас чувствую ее запах. И у него и живет такой симпатичный медвежонок. По-моему, зовут его Юкос. Я говорю, слушай, а почему Юкос-то? Так вроде сеть автозаправочных станций у Ходорковского называлась. Но этого медвежонка привезли с питомника с Волгограда. Это ротвейлер. Я, кстати, ротвейлеров давно не видел. Просто шикарная собака с такими добрыми глазами. Это просто чудесная. Да ты хомяк красивый. Давай, позируй. Красавец. Ой, позер. Вот такой вот красавец с Волгограда. Да, вот он. Юкос. А лежать будешь? Юкос. Давай. Будешь? Красавчик. Можгинская достопримечательность, да? Ну ты морда. Сколько, Олег, ему лет? Кому? Сколько месяцев ему? 27 числа. 11 месяцев будет. Его с Волгограда ведь привезли, да? Да. Ну ты, Юкас. Юся. Юська. Морда шикарная. Местный царь. Поэтому вот. Что ты скажешь, Юська? Скажи привет всем. И всем передаем привет. И идем есть рыбу. Сейчас я добрался до Вечного огня города Можги. Он тоже находится в центре.
чуть повыше. Как и в большинстве, даже я бы сказал, в каждом городе присутствует такой ансамбль, посвященный воинам Великой Отечественной войны, где воздаются на всех праздниках военных 23 февраля, 9 мая почести. Очень красиво, аккуратно сделано. Современная реставрация, что вот, допустим, у меня за спиной находится. И подвиг ваш вечен в сердцах поколений грядущих. Это находится с другой стороны, где есть изображение воина, а с противоположной стороны находится, ну, женщина в трауре, скорее всего, мать. Так всегда олицетворяли ту и противоположную сторону. И вот еще интересный момент. Здесь находятся две военные техники. Вот это, я полагаю, я не знаток, конечно, боевой техники, но вот это очень похоже на танк Т-34-85. Характерна его башня с заманами такими находится. И что интересно, ну, я могу не разбираться, кстати, эксперты и техники могут в комментариях оставить. Здесь написано, что это танк Т-34. Вот, установленный в 2001 году. И какая же вот эта техника стоит? Ну, по мне, пушка, но, скорее всего, это гаубица уже, потому что у нее, ну, судя по калибру, это где-то, ну, 150-160 миллиметров, наверное. И самое главное интересное, что эти две техники привезли, да, где-то в году, наверное, лет 10, может 15 назад, с Чебаркуля, с Челябинской области. Могу ошибаться, может быть, не с Чебаркуля, но точно с Челябинской области. Это были, они, по-моему, и сейчас там находятся, сохранные, как они, стоянки или отстойники боевой техники. В свое время их привезли сюда несколько. Одна БМП стоит, вот, которую я показывал до, она находится тоже в центре города. БМП ее привезли вот эти две техники. И еще один БРДМ стоит напротив тоже учебного заведения. И каким-то образом он был посвящен воинам, даже не воинам, а участникам Чернобыльской ликвидации. Вот. Как они связали это с учебным заведением, не знаю, получится туда у меня дойти или нет. Вот. Две техники запороли. Одну, по-моему, не проверили, все ли в порядке в двигателе. Масло, по-моему, не проверили. Ну, давно это было, лет 10 назад, может, чуть больше. Вот, по описанию местных жителей. И двигатель у нее стуканул. Ее потом отвезли. Она лет 5 стояла. И один из начальников каких-то там, в общем, разрезал ее, из листов сделал баки себе где-то на садовых участках. Вот, а все остальное мелко порезали, сдали в металлолом. Вот такое вот отношение было. Ну, в принципе, это, наверное, одна история из миллиона. Вот, а сейчас я попробую добраться, так называемой, до высокой точки. Не знаю, насколько она высока. До деревянной церкви. Вот я и добрался до высокой точки города Можги. У меня за спиной та самая деревянная церковь. Сейчас я дойду до точки, где будет видно и эту церквуху новодельную из дерева, и сам город как на ладони. Очень интересно смотрится. И буквально с этой точки видно саму Можгу. Это, кстати, дурной магазин, где мне не отпустили товар, потому что я без маски. Страна непуганных идиотов. Вот. И вот она, Можга-Сити. Вот отсюда очень хорошо видно. Я не знаю, как на экране это будет, но здесь просто вид очень классный. Из-за желтых деревьев не так хорошо видно. Но вот она,
Сейчас посмотрю, может быть, еще точку какую-то найду, где хорошо видно. Да, на склоне высокое место. И вот на высоком месте находится эта церквуха. На этом я буду заканчивать мою прогулку по городу Можге. И у меня один к тебе только один маленький вопросик. Нужно ли ролики делать более 15 минут? Или достаточно таких? А может, их вообще нужно укоротить? Напиши, пожалуйста, это в комментарии. Для меня это очень важно. Ну, если понравился ролик, ставь большой палец вверх. Если чем-то не понравился, ставь палец вниз. Я не обижусь. Я приму это с любовью и благодарностью. Ну, подписывайся на канал и увидимся в следующих роликах. Пока-пока.